Я говорю, Проня, снимай видео. Вот такой вот итог сегодняшней рыбалки. Вчера было 10, сегодня 20 хорюзов. Порадовал, конечно, вот этот кабан. Санек вытащил его. И вот этот. А этого кто, тоже, да, Сань? Или да. Серега? Ну, вон два одинаковых вот этих вот. Кто-то один я, один Серега какой-то из них. Нормально. По весу по-любому больше, чем даже 2 раза, наверное. Раза 3, наверное, больше, чем вчера, да? Наверное. Нормально. Только один. Но сегодняшняя у нас приезд. Короче, приехали. Когда ехали через завал, порвали трос. Вот отремонтировали трос. Достали пилу, чтобы напилить дрова. Сломали пилу. Порвали стартер сначала. Вон, поменяли стартер, веревку. Теперь новая веревка. Разобрали стартер. Поменяли. Короче, 3 поломки сразу. Потом трос отремонтировали. Тут все сделали. Решили достать пилу. Поменять цепь решили. В общем, когда меняли цепь, разломали. Вон. Ну, в общем, звездочку там разломали. Пила. Топорное кольцо вылетело. И пила теперь у нас тоже не на ходу. Какой-то день сегодня у нас несчастливый. Все ломается, все теряется. Терять-то пока еще ничего не потеряли, но 3 поломки у нас буквально за последние полчаса. Такие вот неприятности. Воду набрали, все готово. И потопали в избушку. Надо это дело как-то, как сказать... Успокоить и тихонько. Да. Переиграть надо, переплюнуть это дело. Что-то черная полоса у нас пошла, блин. Ну ладно, что, собираем рыбу и идем в избу. Встречаемся в избушке. Все равно какой-то пакет или мешок под рыбу. No mâine, Celeali. Komien ročenli Kristianka Čornitnisesse. Dona Jortias. Буррыттианли Дона Йортиас. Там он куда Чорнитный комиен. Но. Шутка, друзья. Сказал по коме. Доброго вечера всем. Будем сегодня говорить по коме. Коми язык, наверное, мало кто понимает. Хотя, почему? Тоже, наверное, хватает процентов. В общем, день сегодня прошел. День прошел на ура, с одной стороны, но столько проблем. Вот. Я покажу. Элементарно. День начался с того, что буквально первая же пробуренная лунка, я поймал камни. Убил ножи. Думаю, вот, новые ножи поставил. Поменял, поставил новые ножи. Лунка вторая. И буквально на второй же лунке убиваю новые ножи. И пошло-поехало. Ножи кончил Саня, ножи кончил Серега. Все кончили, все поломали. Потом порвали трос на буксировщике, об сучок задело. Потом что у нас? Стартер, веревка оторвалась, сделали стартер. Потом что у нас? Пила. Пилу сломали. Короче, одни поломки пошли. Что-то еще же у нас будет. Что еще было? Ну, в общем, полный бардак. Ну, радует то, что мы, конечно, немного поймали. Сколько? 20 штук. Вчера 10, сегодня 20. Не знаю, кто как. Если... Я план свой выполнил. Да, мы вчера вот говорили план. Саньке полкило, Сереге 800, мне килограмм. Ну, я не выполнил свой план. Я тоже. Санька выполнил, так что давай выпьем за это. Молодец, Саня. Молодец. Мы взяли количеством. Завтра возьмешь наши планы возьмешь себе тогда. Чтобы сделал и кило, чтобы было, и 800. Понятно. Если было 10, стало 20. Если брать плюс 10, то завтра должны поймать 30. 10 плюс 10 Нет, плюс 10. 2 раза больше. А если брать, умножить на 2, 20 же это 2 раза больше, чем 10, то 40. сегодня поймали 20, то это 40. Так давай лучше пусть 40. Геометрическая прогрессия. Да. Согласен. И будет нормально, шикарно. Завтра поедем, обурим те лунки, наверное, сильно не замерз. 18 градусов после, сколько вчера было, 36? Угу. Да. После 36 это как Ташкент. Так, да, я пунчик сделаю. Теплый? Холодный. А я вот так вот сделаю.
рыбацкий напиток разбавим чаем. И вот такой получается пунш. А это, чтобы стопка типа полная была. Ничего, кофе. Ничего. Так она и полная получается, где-то 40 градусов, наверное. А, у тебя же крепче. Я все время забываю. На ужин у нас сегодня, как Серега, блюдо? Гречка по-купечески. О. Сидели 3 купца и ели гречку по-купечески. Котлеты по-гречески, гречка по-купечески. В общем, поехали на 3 дня втроем. И каждый набрал на 3 дня на 3. Продукты. Завтра выезжать, а у нас продуктов еще. Готовых продуктов. Готовых продуктов, да, которых вот так просто. Благо, И плюс еще приготовить можно есть. да, конечно, а у меня сколько этих консервов, каши, вот эти перловые, все Не, готовое. ну оно готово. У меня картошка есть. Ребрышки взял сварить суп. Ну, наверное, не Картошка-то замерзла, наверное. Не, я уже завернул ее. Плюс вон армейский сухпай целый еще. Я говорю, можно неделю жить спокойно здесь. Ну, пусть будет, как говорится, запас лишний, Конечно. чем У нас не- было один раз снять курье. что не хватило еды. Так мы с голоду чуть не сдохли. Мы знаешь, что жрали? Рыбу. Грибы и рыбу, да. А рыба была? Ага. Так а что рыбу без хлеба, без картошки? Сковородку пожарили. Щелк нету. Давай еще пожарим. Ну давай. Пожарили. Щелк А нету. что, не взяли или что, или мало взяли? Или... Ну что-то не подрасчитали, да. У нас один раз с отцом ситуация такая была. Поехали на Трышкурю ставить сети. На вихре, на обяжке. И что-то он не рассчитал с бензином. Раз, и бензин кончился. Он такой, в баке, говорит, немножко еще есть. А там, да, вот советские времена-то, да? Там дом стоял у сплавщиков вот этот, будка какая-то и цистерна. В цистерне солярка, полцистерны. Вот, говорю, просто лежит в лесу А пол солярка была бесценная, похрен. Бесценное можно по-разному трактовать. Без цены или вообще бесценное это, ну, Ну, драгоценное, бесценное. не это, как сказать правильно-то, не ценилось, то есть, Ну да. не ценилась солярка, да, похрен было вообще. И вот батя такой, если, говорит, на горячую, говорит, соляру, говорит, дать вихре, он, говорит, будет работать. Я говорю, а ну нафиг, говорит, да дизель же, не дизель же. Смотри, говорит, заливает бак соляры, а пока мы это все равно мотор остыл, лишь бы, главное, завелась, она, говорит, потом будет работать. Угу. Тырк, мырк. Что-то заводилось уже плохо, там, видать, уже, ну, попала эта соляра. Что-то зарычал, заглох и все. Не поехал. Вихрь у нас на соляре. Дальше больше. Утка летела вся, скажем, ну, на север, да? Утка летит Весной, на север, весной, это весна была. Летит. И вот этот в тот день резко, смотрю, все пошли на юг обратно лететь. Все стаи косяками обратно летят. Значит, холодно. Батя такой, это, говорит, не к добру. Это, говорит, сейчас жди похолодания. Блин. И как раз еще третья напасть пошла. Поднялся очень сильный ветер. И просто такая волна. То есть даже ни шестом, ни веслом на тот, ну, нереально было. Ну, на на Покшинскую сторону. Покшинскую сторону, чтобы домой пойти хоть пешком. Там что там? Ну пусть несет там, скажем, Даунмус несет там. Все равно добежать-то можно, блин. И мы встряли. А еды-то взяли, мы что там, еды взяли буквально, ну, перекусить, чай попить, все. Понятно. И больше ничего. Вы же взад-вперед поехали. День. Второй, как назло, ветрище, никого из рыбаков нету, не едет никто. Ну, ветер, волна. Третий день. Батя говорит, я-то ладно, говорит, я, говорит, за тебя больше переживаю. Ну, мне там было лет 10, наверное. Я отлично запомнил. Эта рыба мне приела из-за того, что мы эту рыбу вот постоянно... Сети проверяли, наверное, да? Сеть-то есть там, да, проверим, рыба как бы была. И все и сели. Хлеб, как ты говоришь, съели.
все закончилось, и просто рыба, уха. Вот это действительно уха, без картошки, без ничего. Вареная, вареная, вареная уха. 3 дня на рыбе сидели. На 4-й день лодка едет. Батя там как Робинзон. Подъехала. Что случилось, говорит? Перекинь, говорит, ну. Волна была не такая сильная же. Ну, просто на ту сторону. На ту сторону. Прицепом взял лодку, перевез сюда. Якорь кинули. Идем. Какая вкусная домашняя еда оказалась после этого. Я просто вот там не помню, что было приготовлено. И Да первое, и пофиг, второе. вы что? А на рыбу я долго потом смотреть не мог, особенно вареную. С окуней-то что там. О, мы 3 дня питались одной рыбой, блин. Телефонной связи-то нету. Мать там чуть ли уже спасательную операцию не это. А что, попросить никого не могла, чтобы съездили там? Ну, не знаю, наверное. Не искали ничего. Удивительно, кстати, что там. Но... Наверное, поняла то, что волна, да это. Может, Ну типа... да, кого попросишь, чтобы кто-то там опять перевернулся? Волна страшная была. Еще не сказал. Утки-то не зря летели. Пошел снег. Выпало снега около 20 сантиметров, наверное. Похолодало, блин. Дубак. Ох, мы там... Удачная рыбалка тогда была у нас. Давай еще помаленьку, что. Чтобы меньше было таких случаев. И правильно, вот лучше взять с запасом. Как мне отец говорил всегда, собираешь рюкзак, продукты. Давай. Скажем, идешь в лес, на рыбалку, на охоту, без разницы куда. Собирай рюкзак до того, как ты сел кушать, пока ты голодный. Да, Потому что когда ты накушаешься и начинаешь рюкзак собирать, тебе ничего не надо. да. Как сегодня, вот утром вышли, да? Что, чаю, сала, хлеба, ну, нормально, хватит. А потом время обеда подходит. Серега такой, у меня там в избушке котлеты, видишь, есть. Котлеты бы сейчас не помешали бы, наверное. Ну, не помешали бы. Ну, ничего, сало мы с хлебушком, чаем, да, нормально, как бы. Ну, не сдохли голоду, как говорится. День еще Это там. на улице, да? Сейчас не будем. Либо в рюкзак кинь, там ничего не будет. Это, в бак вот это закину, наверное. Не, в ведро свое лучше туда. А, ну да. Да. На улице вот сейчас доставали гречку. В контейнере гречка замерзшая, это в избушке, представляете? В углу. А парыши у нас проблема еще замерзшая. Ладно, у Саши там несколько штук живые. Несколько, все. Выжили. Ну они нямы такие. Ну да. Нямы это спокойно портянка. Мягкие такие стали. Так и норовят сквозь пальцы выскользнуть. Ну. Придется снова прибыль приносить коммерсантам. Покупать опарыши. Парыши у нас сколько? 40 рублей, да? 45? Ну, а парыши это ладно. Некоторые червей покупают. 150 рублей, говорит, упаковка червей эти. Я говорю, ну, Не 150, ты чё? зеленая Не-не, коробка вот червей. эта, что, А, 150? большая? Ну, может быть. А есть же еще, знаешь, такая прозрачная упаковочка там. Вот такая вот. М. Что-то 60 или что-то такое. Ну там вот эти вонючие черви, говорят, на них рыба, говорит, лучше берет. Не знаю, они, знаешь, как вот ты их подержишь вот так же, да? И все, они вот этих ты, которых ты копаешь, и даже всю зиму хранишь, когда ты хранишь их, они нормальные. А эти как веревка, знаешь, рвется так, пукс, пукс. Нитка гнилая, как будто какая-то, хрен его знает. Они Раньше же вот не искусственные. было белых червей, сейчас белые черви появились у нас на огородах. Раньше же дождевые были навозные, красные, которые. Белых не было. Я чё-то- Белые были в Троицке только, да, по асфальту, которые ползают. А, А сейчас и в Покче на огороде ну, белые эти появились. ну, кто-то завез, видимо, кинули в огород. И расплодились. И они вытесняют вот этих красных навозных. А красные лучше берет, но белый он более, как сказать, жесткий, шкура жесткая, дольше на крючке висит. Твердый, так же, как и опарыш. Твердый, да. Опарыш же тоже твердый. Да берет на Я продольнике эти-то так же, ямы раньше уже говорят, ни хрена не крепкие. на удочку, говорит, ну, нежнее вот красный лучше берет, Мгм. рыба клюет. А на, не знаю, на продольнике весной я цеплял тех и тех берет, пофиг. Ну, давайте. Давайте. Ой, хорошо. Чем хорошо в избушке вот за ужином? Ну, проблемы те, эти. О, даже Моль. бабочки проснулись. Моль съела Рубашку. Да. одеяло, вот отсюда вылетело.
Значит, изба начала согреваться. Вот не замерзает, да? Вот всю зиму же чисто морозило уже. Так, и обязательно надо мне хотя бы сегодня штук 10 комментариев почитать. Если вас не затруднит. послушать. Не-не-не. Читаю. Год прошел, Вот и этот... пишут вот ники вот по-английски, вот мне Василий Каци. Ткаци какой-то, ну, не понимаю. Качик. Василий Ткачи, или Ткаси, или Ткаки, Ткаси. Пусть будет Василий Ткачи. Ну да, ткачик, походу, Пишет делает. по-русски свое Да. имя. Так, аккуратней, аккуратней. Аккуратно, я знаю. Привет, Геннадий, Иван Григорьевич. Очень приятно вас смотреть. Мы тоже ждем льда, порыбачить, но пока нету. Сакиряна от нас 3 километра. Ну, вот этот комментарий, как уже говорил вам, готовил для Ивана Григорьевича. Надо было ему оставить. Ну ладно, передам. Богдан Парначев. Привет, Гена. Купи дымовая шашка и все мыши уйдут. Продают в магазинах. Что за день? Вот что за день, действительно? Телефон замерз. А, вон, возьми мой ковер. Белый. Да он не то, что энергия села. Батареи-то были, он просто на морозе выключается. А он был внизу, получается. Горка у меня упала с вешалки вниз, а там ледяное. А где мой белый повербанк стал? Все теряется. Нет, так тут же был. Барабашка у нас, наверное, здесь живет, блин. А, вот он. Все, телефон вырубился, не работает. Вот летом он у меня в лодке намочился, и после этого... У тебя какой Или заряд? этот на ремонт, чтобы высушили его. Что Видишь, за- вырубается. Что за- Слушай, так что не получится сегодня у нас почитать Xiaomi. Не получится у нас почитать. Ну, попробуем сейчас согреть, если что, вечерком. Так что пока. Так ты, я тебе говорю, попробуй на зарядку поставить, Конечно. и он сразу включится. Да. Все, рекламная пауза, будем ремонтировать смартфон. Так, ну что, проблему устранили. Напрямую воткнули с пауэрбанка. Наш телефон опять работает. Минут 5, почитаем комментарии. Да. Богдан Парначев. Привет, Гена. Купи дымовая шашка и все мыши уйдут. Продают в хозмагазинах только при уезде, наверное, хотел написать. Зажигай. И на 3 дня минимум, чтобы никого там не было. Ну, я ответил Богдану, дымовая шашка не пойдет, потому что от него очень неприятный запах. Я как-то в деревенском доме подвал там от гнили, от мышей тоже зажег эту шашку. Это вонь стояла у меня 2 недели. Ну, я-то ушел, да, там проветрил потом все. Вонь стояла, и от грибка не помогло, и мыши были, так что это все фигня. Зачем дымовую шашку везде жить, да, это, ну, Ну, естественно. так. Сразу это удаляем. Ага. Натали, это что, вот такое, Натали W. Ох, и нелегкая эта работа найти налима, как бегемота. Наталя Пітченко. Добрий ранок, Іван Григорійович. Ви чудова людина, живіть 100 років і обов'язково ще з'їздіть на рідну землю. Як не круті, а я знаю, що вас тянет туди, де ваш закопанный пуп. Но это Иван Григорьевич надо почитать, я этот оставлю, потом еще раз почитаем, потому что это по-украински, это Иван Григорьевичу 100% передает. Ну. Владимир Герлиц. Все супер, передайте привет моей маме Надежде Филипповне. Заранее благодарю вас, здоровья и удачи. Надежда Филипповна, огромный вам привет с рыбацкой, с охотничьей избы, с нашей дружной рыбацкой компании. Миша Напалков. Ну вот и молодцы мужики. Шкуру добыли, рыбу добыли, 100% лайк. Шкуру, да, мы добыли. Сколько мы? 14 мышек там поймали. Общий итог 14 мышей. Шапку шить можно. Да. Маленькую. Андрей Безет. Разговору нет, вас приятно смотреть. Респект. Привет, Андрей. За Марусю 5 плюсов пишет нам Александр Томский. Тамара Филиппович. Нашего цвету по всему свету. Ивану Григорьевичу привет с Украины. Вам, Тамара Филиппович, тоже привет. Иван Григорьевича, к сожалению, нас нет, но очень скоро потеплеет, и Иван Григорьевич будет тоже съездить с нами, потому что, ну, Иван Григорьевич все-таки уже не молодой, а морозы были крепкие, сейчас 36. Сказал, я в такой мороз не поеду. Вот будет теплее, я поеду. Так что следующая поездка, возможно, будет с Иваном Григорьевичем. Ну, не будем загадывать, что, где, когда, пока мы здесь. Когда в следующий раз поедем, ничего не знаем.
Нам завтра домой главное добраться. Елена Попова. Да что же у вас вся рыба на 3 буквы? Язь. Язь, ёрш. А когда налим подвалит, килограмм на 5. Кстати, какой налим попадался самый крупный? И тут мне уже в комментариях сразу же ответили. Уже знают, что я уже говорил. И правильно ответили. Мой самый крупный налим, рекорд, это 7300. В этом году мы чуть-чуть не дотянули. 6700, да, что-то было Ну, такое. 6800. Да. Чуть-чуть не дотянули до рекорда. Витер Кондратенко, это Иван Григорьевичу. Иван Григорьевич, здоровья вам и Украина памятаю. Ладно, это оставлю потом. Иван Григорьевич почитаю. Здорово, Геннадий, пишет нам Денис Ситлевый. Здорово, Геннадий, как всегда, только лайк, дружище. Новая вахта, а это будет приключение, будет новый улов. Сабитов 3 восьмерки, Сабитов 3 восьмерки. Дядь Гена, ну, конечно, привязал. Каждый день после работы смотрю, только не делай паузы. Скобочки. И передай привет города Алматы, у меня 2 сына. Город Алмата, Казахстан. Казахстан, ведь правильно? Алмата. Наверное. Вот дожил, блин. Да-да-да. Раньше, когда шел прогноз погоды, всегда писали ту-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 ту. И там шло Армения, город Ереван, допустим. Азербайджан, город Баку. Там Казахстан, Алма-Ата, там Киргизстан, и там столицы писали. Сейчас же Я вот не с детства Алмата. знал Все все столицы СНГ. наших союзных республик. СНГ. Все знал. Сейчас же не Литва, Латвия. Алмата, а как же этот? Алматы? Что-то так, наверное. Нет. Астана? По-другому. Астана. Нет. В Казахстане Астана сейчас столица. Че нет? М-м. Да-да-да. Нет. Не спорь со мной. По президенту там какую-то сделали. Интернета нет, да? Интернета нет. Астана. Нур-Султан. О. Нур-Султан. Назарбаев. Это президент. Нур-Султан город теперь такой. Ну. Я тебе говорю. Саня знает. Я говорю Астана, а Саня говорит, ну, Султан. Да. Столица Казахстана, да? Да. Ну, ты говоришь Алмата? Я говорю Астана. Не, а Алмата чья? Раньше было. Ну, а сейчас Нур-Султан. Я думаю, ладно, не будем спорить. Дядь Ген, так. Город Алматы, у меня 2 сына. 2 сыновьям Сабитова, 3 восьмерки, Сабитова, 3 восьмерки, огромный привет. Ты бы хоть написал, как тебя зовут, а то я так передаю, а кому передаю? Ну, сынишки Сабитова, огромный привет. Александр Трубников. Случайно воды нет в топливной системе или фильтр забило какой? Ну, вот правильно написал он. Это когда у Игоря-то Динго. Динго-то начала. Вода как раз у нас в топливной системе сейчас вот как-то попала, и в морозы у меня вот эта тяга заедает. Вы, наверное, уже посмотрели этот ролик, когда мы в лесу, когда я показывал, как я банкой оттапливал горячей водой, и все, двигалось, начинало работать. Вот такая вот штука, мелочь, а все проблемы решает маком. А в принципе, просто промыть всю систему, высушить весь карбюратор, и никаких проблем. Или говорят еще крепкий самогон, первачок, туда добавляешь, самогон, говорит, Я думаю, не надо. попробуй. Лучше просушить. Так, опять Наталья такая. Обращаюсь к верным любимкам рыбаков знатных, супругам Геннадия Геннадьевича и Ивана Григорьевича. Браво вам огромное, здоровья вам и веселого настроения. Это к Валентинам нашим. Привет. Сыктывкар фишинг. Это Славка, тоже блогер. Канал у него Сыктывкар фишинг. Приветствую вас, мои друзья. Рыба она еще будет, без сомнения. А вот то, что вы молодцы, умеете отдыхать. И баян как раз в самую тему. Ну и как всегда ждем продолжения. Продолжение, Слав, будет. Не знаю, как насчет баяна, потому что сюда баян везти далеко. Но как-нибудь обязательно будет. Александр Аврамчук. Как всегда, смотрю с удовольствием. Вы молодцы, отличные посиделки, с устатку грех не выпить. Для здоровья и хорошего сна. А рыба будет, куда она денется. Спасибо за душевную вещь. Дальше читать не могу. Александр Аврамчук. Тебе привет. Владимир Подчасов. Кум, завтра едем на рыбалку. Да, а удочки брать? Ген, так и у вас. Григорьевич, на рыбалку едем? А баян брать? Короче, молодцы, хлопцы, приятно смотреть и слушать. Живите, дерзайте, здоровья вам и вашим семьям. Харьков. Владимир, жму руку, жду привета. Владимир Подчасов, я тоже жму руку и огромный вам привет. Город Харьков.
Иван Григорьевич, пожалуйста, передай привет от всей Республики Коми городу Краматорск. Моя мама будет вам признательна. Николай, город Сыктывкар. Ну что, привет Николаю, привет маме Николая, а ник Игорь 70 ГФЦВБ, ну, зашифровано там все. Будем ждать следующую серию, пишет он же самый. Так что огромный вам привет и мамочке вашей привет. Владимир Кучеренко, привет с України. В мене вже традиція сідати, вечеряти і дивитись новий випуск. Чи плануєте зробити стрім в Новий рік? Ну, я как понимаю, Владимир Кучеренко, Традиция смотреть. да, и спрашивал, не хотите сделать стрим в новом году? Прямое включение, стрим. Я бы сделал, если бы я умел. У меня не получается что-то с прямым эфиром. Я могу только вот так включить телефон или закрепить как-то его из телефона. А так вот, как вот стримы делаю туда-сюда, у меня что-то пока не получается. Да я сильно не заморачивался, просто нету времени, некогда, ну, не до этого. Ну вот, блин, вот как вот можно с ними говорить, а? Наливай давай по маленькой. Понял. ВК. Поздравляю с 20-кой рыбацкой удачи и здоровья вам. Лайк из Алматы. ВК. Ну вот кто такой ВК? Кто? Кто? Он Ник узнает. такой, ник Да, такой. он ник- узнает. Да, ВК, привет. Ник такой у него. И еще два комментария прочитаю и не будем затягивать время. Степан Бойко. Привет, рыбаки. Спешу поздравить вас с наступающим Новым годом. Видите, какой запоздалый комментарий у меня остался. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачи в нелегком рыбацком труде. Надеемся, что в новом году порадуете нас хорошими уловами и крупными наливами. Уверен, что они есть в Печоре. Геннадий, передай привет Ивану Григорьевичу. Веселый он и юморной мужик. Липецк с вами. Степан Бойко, огромный вам привет. Спасибо за все поздравления. Привет всему Липецку. Все отлично, все хорошо. Спасибо за комментарий. Так, и еще один. Так, Николай Назаров. Это у нас, я уже знаю его, это музыкант. Пишет музыку, пишет песни. Сын у него пишет тоже. Не сюда говорит, туда говорит. Нет, я... Геннадий, Иван Григорьевич, Роман. Все ваши друзья и товарищи по рыбалкам и охотам. Ну и ваши родные и близкие. Так что относится ко всем вам. Также все подписчики канала, кто читает мой комментарий. Всех наступающим новым 2021 годом. Здоровья, фарта, везения и удачи на реке и в лесу. Желаю вдохнуть свежий воздух природы полной грудью, без ковидных масок. Всех благ земных и только позитива по жизни. Ну, а каналу процветания и новых классных роликов. Николай, спасибо огромное за добрые пожелания. Очень приятно заканчивать вот именно короткое включение именно на этом комментарии, потому что дай Бог и вам, конечно, здоровья, счастья, успехов. Иван Григорьевич, я так думаю, обязательно исполнит вашу песню, которую вы сами написали. И наши зрители канала, наши друзья все услышат эту песню исполнения Ивана Григорьевича. Может быть, как раз это сделаем к 9 мая. Бессмертный полк. Вот такая вот песня, нормальная, шикарная. А, ну там на нашей избушке можно будет. Ну вот и все. Короткое включение. Мы продолжаем ужинать. Поужинаем, отдохнем, выспимся. И завтра постараемся чуть раньше, наверное, все-таки встать, потому что просыпаемся с рассветом, пока тудым-сюдым завтрак, поздно выходим. Мы час где-то теряем, получается, а день короткий. Вроде бы он и подлиннее, чем в декабре, но все равно короткий. Так что до завтра. Встречаемся на реке, встречаемся на поклевках. Надеюсь, они завтра будут. До свидания. Всем пока. Аж, ну, скажи Пока-пока. веское слово. Ну а что, пока. Скажи. Ну. До завтра. До встречи на канале Коми Рыбак. Завтра следующая часть.